26 апреля стартовало онлайн-голосование, в котором жители Якутии смогут выбрать объекты благоустройства на 2022 год. Отдать свой голос можно на единой всероссийской платформе za.городсреда.ру. В Якутске жители могут выбрать парк Победы или благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери. Проект победителя реализует по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году. Об этом более подробно нам сегодня расскажет главный архитектор города Якутска Семен Сергеев. Семен Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о мотивации. Что даст горожанам и городу участие во всероссийском голосовании и почему нужно не оставаться в стороне, а проголосовать? Главная задача проведения рейтингового голосования – это вовлечение граждан. Вовлечение граждан именно в принятие управленческих решений. Ранее тоже рейтинговые голосования проводились, но не было единой платформы. И в этом году Минстрой России как раз-таки предложил такую платформу, где централизованно в 13 городах Республики Саха-Якутия проводится это рейтинговое голосование. Ранее, помнится, проводили такие голосования вместе с выборами, там приходили на выходе, стояли с урнами, тоже заодно голосовали за общественное пространство. Предыдущие годы на различных платформах муниципальных образований проводили, но, конечно же, охват очень был маленький, поэтому в этом году как раз-таки все происходит централизованно, все очень удобно, все в цифровом варианте. Так что мы рассчитываем максимально вовлечь наших горожан в принятие решений по выбору общественного пространства, которые будут финансированы с федеральной программы формирования комфортной городской среды. А как Якутск может соперничать количеством голосов с более крупными, большими городами и другими участниками голосования? Как такового соперничества между городами в данном случае нет. То есть мы выбираем у себя внутри в городе, какое из двух общественных пространств будет профинансировано. Соответственно, перед республикой, перед муниципалитетами ставят задачу, чтобы главное максимально вовлечь жителей, чтобы каждый горожанин представил свое мнение по выбору того или иного общественного пространства. Тогда давайте пройдемся более подробно по каждому проекту. Начнем с парка Победы. Чем будет примечателен и что появится для отдыха горожан? В этом году были представлены два ключевых проекта. Ключевые – это такие крупные проекты. Предыдущие годы, например, последний из таких ключевых проектов, как раз-таки завершено общественное пространство набережное озеро Талы. Такими ключевыми проектами у нас являются два объекта. Это парк Победы первый и набережное озеро Сайсары. При этом, чтобы представить на рейтинговое голосование эти общественные пространства, надо, чтобы они были максимально подготовлены. Соответственно, наличие проектно-сметной документации в этом нашем варианте играет ключевую роль. Потому что на стадии реализации буквально мы рассматриваем, какие пространства будут финансироваться в 2022 году. 2022 год – это уже буквально в этом году уже надо торговываться, определять подрядчиков. И парк Победы у нас был начат в преддверии юбилейных мероприятий Победы. Сардана Владимировна Авсентьева и Виктор Николаевич Федоров, депутат Ильтумен, они внесли предложение, инициировали, что пустырь, который у нас расположен по автостраде 50 лет октября, рядом с Үстерге въездным знаком, должен быть благоустроен. И в этом же году, в 2019 году, мы провели архитектурный конкурс, определили победителя. Победитель предложил тему благоустройства этого парка. По идее наших авторов, они представляют себе этот парк, что он не должен быть мемориальной какой-то площадью, мемориальным комплексом. То есть отойти от классического представления. Это должен быть парк отдыха для горожан, но при этом задача, именно такая задача стоит, чтобы наши дети, отдыхая, вовлекались в процесс изучения времен
они чтобы впитали информацию о Великой Отечественной войне. И таким вот тонкой гранью мы приступили к проектированию этого сквера, парка. И в первую очередь собрали предложения жителей Совета ветеранов в Большом зале мэрии. Собрали граждан наших. Много поступило? Много поступило предложений. Собрали и приступили к проектированию. И проектанты предложили вот эту тематику обозначить именно в составе мемориального маршрута. Что такое мемориальный маршрут? Это вот вокруг площади, центральной площадью, организовывается пешеходное движение, где расположены теневые навесы. На этих теневых навесах будут располагаться фронтовые письма. То есть вся идея вот заложена вот именно по раскрытию темы фронтовых писем, чтобы ощутить вот эту переписку, чтобы ощутить каждый период войны, мы расположили 5 вот таких навесов, где будут отрывки писем от одного солдата, переписка с его семьей, например, да, начиная с 41 по 45. И в ходе зачитывания вот этого письма вот ты вот ощущаешь именно атмосферу этих именно фронтовых дней. То есть, кроме этого, на этих теневых навесах будут расположены письма, которые мы собираем от всех граждан. И все это будет там представляться через QR-коды. Ну, сегодня все владеют телефонами, через QR-код, через сайт можно прочитать любую информацию. Ну, кроме этого, вот по пожеланиям были представлены функциональные зоны. Ну, функциональные зоны, конечно, нестандартные. Игровая, детские площадки, это активная зона, конечно, со спортом. Веревочный парк предложен, скейт-парк, да, и тихая зона, зона гамаков, отдыха, настольных игр, где можно играть в шахматы. И вот было предложено расположение гриль-зоны. То есть можно с семьей подойти. Есть вот теневые навесы, есть вот небольшие навесы, где можно компанией посидеть, отдохнуть. Ну и, конечно, обязательные функциональные вот помещения – это фудкорт, сан-кабины, комната матери и ребенка. И вокруг всей территории располагается велодорожка. Соответственно, вот это все у нас в случае выбора нашими гражданами вот этого парка, да, будет реализовано вот в последующие ближайшие годы. Начало парка уже заложено было в прошлом году. Обустроена площадь, и на этой площади установлена памятная стела и памятник Ивану Кульбертинову. Это вот как первый этап получается. И весь парк, еще одна фишка, да, этого парка в том, что будут еще установлены скульптурные композиции. И эти скульптурные композиции будут раскрывать тематику вот каждой функциональной зоны. Соответственно, возле фудкорта в свободной форме будет располагаться, допустим, солдат, сидящий на привале, или возле сцены и с трибунами, с земляными трибунами будет располагаться солдат, играющий на гармошке. И вот так по всему парку эти скульптуры будут располагаться. Ну и центровой скульптурной композицией является на входной арке. Там мы должны показать сюжет солдата, вернувшегося с войны. Это встреча с его семьей. Вот будет такая большая композиция. Остальное давайте сохраним в интриге и очень коротко пройдемся по двум другим объектам. Это озеро Сайсары и сквер Матери. Что по ним? Это не два объекта, это выступает как один объект, потому что это набережное озеро Сайсары, которое объединяет все территории, располагающиеся по периметру этого озера. Территория очень большая, в том числе сквер Матери, в том числе территория Триумфа. И отличие этого общественного пространства в том, что в 2018 году данный сквер, город Якутск, вместе с этим сквером попал в программу Минстроя России, когда из 40 городам разработали дизайн-проекты. То есть консалтинговое бюро «Стрелка» бесплатно всем, при условии, что дальше будет реализация таковых объектов, они предоставили дизайн-проект. И в соответствии с этим дизайн-проектом в прошлом году разработана проектно-сметная документация, то есть
этот проект полностью готов к реализации. Ну, первые этапы были еще реализованы в 2018 году. Это дворовые территории вдоль Каландрашвили. 2 участка были реализованы. Ну и сейчас надо вот все вот соединять вокруг озера. Ну, особенность набережной — это должна быть проходимость вокруг. На сегодняшний день, конечно, нет вот этого соединения. Например, вот Сергеляское шоссе не может соединяться с улицей Каландрашвили. Поэтому сейчас, в данное время, ну, по анализу вот наших разработчиков, видим, что неудобно там отдыхать, да? Нет вот этого движения. Поэтому задача — это расположить в первую очередь пешеходное движение, велосипедные дорожки, ну и благоустройство, спортивные зоны. Они располагаются уже вот на скверах, возле Триумфа. Обязательно будут выходы к воде, пирсы. Ну, все, что полагается для зоны отдыха. Как тогда принять участие в голосовании и как быть людям, у которых нет интернета и которые не могут зайти на сайт, который мы упомянули ранее? Ну, вот с сегодняшнего дня началось голосование с 26-го. Я вот лично тоже в первую очередь попробовал, как проголосовать. И, конечно же, думал, что очень будет сложно там как-то, да, но получилось очень легко. Есть вот разные варианты. В первую очередь мы заходим на сайт 14городсреда.ру. Это вот по поисковику можно найти этот сайт. Проходите регистрацию, запрашивают имя, отчество, фамилию, запрашивают электронную почту, можно не писать. Стандартная простая анкета. Да, анкета. стандартная простая анкета. Вот это заполняете, приходит обратное подтверждение, по телефону звонят, и последние 4 цифр надо вставлять в код. Все. Можно, далее выбираем, какие общественные пространства, и голос уже принят. А людям, у которых нет интернета? Людям, которые нет интернета, мы сейчас вот в наиболее посещаемых местах, торговых центрах, кинотеатрах организовываем работу волонтеров. Волонтеры через Министерство образования, они все подобраны, они все обучены, они экипированы. И эти волонтеры должны помогать нашим жителям воспользоваться средствами, цифровыми средствами, через телефон, через гаджеты, через планшеты. Они помогут всем проголосовать. Семен Афанасьевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Благодарим за беседу и удачи. Спасибо. Ну а мы пока прощаемся с вами. Спасибо за внимание и до свидания.